Здравствуйте, время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии Елеман Раймбеков и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. Потерпите. Глава государства продлил карантин еще на 2 недели. Повторение – мать учения. Санврачи вновь прошли по торговым точкам Талдыкургана с проверкой использования средств индивидуальной защиты. Стихии вопреки. 64 человека спасли сотрудники оперативной службы ДЧС Алматинской области. Карантин продлили на 2 недели в Казахстане. Такое решение принял глава государства Касым-Жомарт Токаев. Премьер-министр Аскар Мамин во время совещания доложил президенту о проделанной работе. После введения строгих карантинных мер с 5 июля текущего года отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29%. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки. Число выздоровевших возросло до 63%. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения, отчитался Аскар Мамин. В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на 2 недели с последующим поэтапным смягчением. Сознательность населения растет. К такому выводу пришли представители ответственных служб, проводя ежедневные рейды по соблюдению правил карантина. Так, если в апреле в Талдыкургане было выписано 74 штрафа, то за текущий месяц оштрафовано порядка 40 физических и юридических лиц. Сегодня мобильная группа вновь посетила торговые точки областного центра. Какие нарушения были выявлены в ходе рейдового мероприятия, узнавала наша съемочная группа. Они порвались, я только что их буквально стал минут 5 назад. Отсутствие перчаток у продавца – это, пожалуй, самое распространенное нарушение правил карантина в последнее время. Носить маски предприниматели уже привыкли, да и санитайзеры с антисептиком имеются в каждом магазине. Помимо этого, мобильная группа проверяет температуру продавцов и наличие упаковки на хлебобулочных изделиях. Все эти меры предпринимаются с целью нераспространения коронавирусной инфекции. С начала карантина мобильные группы уже проверили 452 объекта. В результате выписано порядка 40 административных штрафов. На этот раз обошлись предупреждением, напомнив предпринимателям о существующих правилах. Всем предпринимателям и жителям города Талдыкургана хочу сказать, что носите маски в общественном месте. И все продавцы соблюдать санитарные правила, карантинный режим. В магазине все продавцы должны стоять в масках, в перчатках. И входа должно быть антисептик для обработки рук. И все хлебобулочные изделия в упакованном виде должны. За нарушение санитарного режима полагается административный штраф – 30 МРП на физическое и 230 МРП на юридическое лицо. Сумма, надо сказать, немаленькая. К слову, отныне предпринимателей не будут наказывать за несоблюдение правил карантина клиентами, так что каждый лично будет отвечать за выявленные нарушения. Надежда Белова, Ерлан Азамбай, телеканал ЖТСУ. Курбанайт в новых условиях. Для сдерживания коронавируса постановлением исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача области Аската Чарапиева введен ряд мер. Так, с 31 июля по 2 августа запрещена организация и проведение забоя, продажи скота вдоль автодорог на территории области и реализация скота в частных домах. Будет приостановлена деятельность убойных цехов и рынков продажи животных. Для жертвоприношения отведен только один убойный пункт на окраине Талдыкургана. Там и будет производиться убой для тех, кто подает заявку в онлайн-формате. За нарушение карантинных санитарных правил идет штраф по административному кодексу 425 часть 1 и 426 часть 1. Это идет на физические лица до 30 МРП, а на юридические лица это 230 МРП. 4 пожара на автотранспорте зарегистрировано в областном центре с начала текущего года. Это в 2 раза меньше, чем годом ранее. Чаще всего загорались именно легковые автомобили. Для недопущения дальнейшего роста подобных фактов сотрудники УЧС города Талдыкурган совместно с региональным департаментом по ЧС провели профилактический рейд с автолюбителями областного центра. Пожарные рассказали об основных причинах возгораний на автотранспорте и мерах их профилактики.
Наибольшую тревогу вызывают автомобили, использующие сжиженный газ, отмечают пожарные. Наряду с экономией и меньшим уроном окружающей среде существует и ряд проблем. Так, заправка на неспециализированных станциях зачастую приводит к сбою и, как следствие, к возникновению взрыва и пожара. В связи с этим спасатели проверили станции по обслуживанию транспорта на газе. Наш автосервис оказывает услуги по установке газа на автомобили. С 2017 года мы оказываем данную услугу. За все это время у нас не было никаких нареканий со стороны населения, жителей, клиентов. По безопасности мы соблюдаем все требования. На автомобиле были установлены такие предупреждающие знаки, поэтому мы предлагаем клиентам всем устанавливать эти знаки для безопасности. Число пожаров, возникших из-за газового оборудования, можно сократить в разы, считают спасатели. Необходимо выполнить 3 простых правила. Перекрыть расходный вентиль на баллоне при парковке, перед пуском двигателя открыть ворота и проветрить помещение. В процессе эксплуатации автомобиля следует постоянно контролировать утечку газа по запаху. Происходящие пожары на автотранспорте в последнее время стали настоящим бичом для пожарных. Автомобили то и дело горят в силу своих долгих лет эксплуатации, изношенности электропроводки, также грубейших нарушений правил пожарной безопасности. Уважаемые автолюбители, чтобы обеспечить безопасность вашего авто, следует постоянно следить за исправностью двигателя. В случае подтека масла или бензина, имеющих нарушений в электропроводах, обращаться к автоспециалистам. И самое главное, имейте исправный пожарный огнетушитель порошкового или углекислотного состава емкостью не менее 2 кг. Дополним, в целях безопасности машины на газе запретили оставлять в закрытых паркингах. Поправки были официально опубликованы 30 декабря прошлого года. Это делается для безопасности других авто и помещений, где хранится машина на газовом баллоне, рассказали спасатели. Мы знаем о новом законе и полностью соблюдаем его, так как в Талдыкургане немного крытых и подземных парковок. Немало тех, кто оставляет машины у нас. Мы спрашиваем у водителя, на чем ездит его транспорт, и если выясняется, что он на газе, мы не разрешаем ему въезд. Спасибо большое сотрудникам ДЧС области, что на постоянной основе сотрудничают с нами. Они на постоянной основе посещают нас и напоминают правила пожарной безопасности. Мы, в свою очередь, неукоснительно соблюдаем все их требования. Еще одна причина пожаров – неисправный аккумулятор. Многие водители даже не догадываются, что при сравнительно небольшом напряжении аккумулятора в 12 вольт сила тока в нем составляет от 60 ампер и выше. Этого вполне достаточно для возникновения реальной угрозы в виде пожара. В связи с этим спасатели раздали листовки автолюбителям областного центра на вокзале. Основные причины пожаров являются короткое замыкание проводов. В связи с тем, что автотранспорты в основном горят производства 90-х годов, которые уже изношены, неисправных моторных отсеков, там утечка. В связи с тем, что автотранспорты, использующиеся на дизельном топливе, они для разморозки употребляют паяльные лампы, чтобы разморозить бак и систему от топлива. Данное является нарушением. Спасатели предупреждают, не делайте ремонт сами, лучше отвезти авто к профессионалам. Конечно, ремонт железного коня в фирменном автосервисе обойдется дороже, но иначе сэкономленные несколько тысяч тенге могут обернуться большими проблемами в будущем, подытожили они. Дамир Анитов, Ержан Десен, телеканал ЖТСУ. Продолжаем выпуск. 64 человека были спасены сотрудниками оперативной службы Алматинской области с начала текущего года. 10 из них несовершеннолетние. Воодушевляющую статистику привели сотрудники ДЧС Алматинской области. Работа оперативно-спасательной службы и опасна, и трудна. Крушение на воде, ДТП, лавины, поисково-спасательные работы и так далее. При любом ЧС мобильная команда одна из первых прибывает на место. К примеру, в текущем году в результате выпавшего снегопада спасательными подразделениями осуществлено 3 выезда. Из снежного плена вызволены 2 единицы техники и эвакуировано 4 человека. На водоемах же за первое полугодие спасено 18 человек. Увы, немало и погибших. При проведении аварийно-спасательных работ извлечено 17 тел. Это на 1 случай больше, чем годом ранее. Большая ответственность в поиске утонувших людей ложится на водолазов.
Ежегодно они проходят аттестацию, чтобы подтвердить класс. Несмотря на всю оперативность и готовность, никто не может гарантировать ваше спасение. Спасатели призывают: не проявляйте излишнюю браваду и соблюдайте все установленные правила безопасности. Их несоблюдение может привести к необратимым последствиям. Каждый водолаз перед тем, как получает допуск к ведению поисковых работ под водой, должен наработать определенные часы работы под водой, так как и в зимнее время, так и в летнее время. Постоянно проводятся практические погружения согласно графику спусков и отработки аварийно- и поисково-спасательных работ. Оранжевые контейнеры для сбора особо опасных отходов переедут во дворы многоэтажного сектора. Именно туда жителям Талдыкургана следует выбрасывать ртуть-содержащие лампочки, градусники и щелочные батарейки. В 2017 году по городским паркам и скверам, а также вдоль проезжей части установили 46 специальных контейнеров для сбора опасных отходов. С тех пор предметами для утилизации в них стали пластиковые и стеклянные бутылки, окурки, обертки из-под мороженого и прочий бытовой мусор. Впрочем, представители организации, обслуживающие эти контейнеры, сообщают, что с начала текущего года было собрано 595 ртуть-содержащих ламп и 48 батареек. Для дальнейшей реализации плана мероприятий по раздельному сбору твердобытовых и опасных отходов, утвержденному акиматом Алматинской области, оранжевые контейнеры решено перенести на дворовые территории. В этом году отделом ЖКХ города Талдыкурган на портале государственного закупа была объявлен конкурс. Победителем определена подрядная организация ТО Golden Service LTD. Договор заключен 9 июля текущего года. Данная подрядная организация будет переустановлены оранжевые контейнера, установленные в общественных местах, то есть с парков, скверов, на дворовые территории города Талдыкурган. В Туркестане завершили реставрацию купола мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи. Из-за реставрации объект был закрыт для посещений в течение 3 лет. Теперь открытие не за горами. Реставраторы позаботились о памяти предков. Исторический облик купола сохранен. Налажен вентиляционный слой. Вместе соединения с 8 гранями под куполом сейчас завершают гидроизоляцию, сообщили в акимате. Все работы в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи согласованы с ЮНЕСКО. Также в ближайшее время перед объектом культуры появится густая садовая зона для туристов. Данелия Тулешева оказалась в числе участников, получивших зеленый свет в 3-й тур от жюри шоу «America's Got Talent», передает корреспондент Tengri News KZ. Казахстанская певица прошла в 3-й тур популярного проекта без дополнительных прослушиваний и выступлений. В условиях пандемии и множества участников из разных точек мира 2-й тур прошел в онлайн-формате. Дальнейшее участие Данелии и еще некоторых конкурсантов в проекте сомнений не вызвало, и они не представляли жюри дополнительных выступлений. Напомним, в конце мая на официальном канале шоу появился 1-й эпизод с участием казахстанской певицы Данелии Тулешевой. И зрители, и жюри восхитились талантом юной звезды и аплодировали стоя. Редкое метеорологическое явление наблюдали жители Карагандинской области. В районе поселка Жайрем, что в 400 километрах от областного центра, в небе появилась так называемая утренняя глория или рулонные облака, сообщает корреспондент Хабар-24. Грозовые воротники – аномальное для центрального Казахстана явление. Зачастую они стелются очень низко над землей. При этом высота самой полосы от 1 до 2 километров. Скорость их передвижения до 60 км в час. Утренняя глория часто сопровождается шквалистым ветром и скачком давления на поверхности. К новостям региона. В приемных комиссиях средних, специальных и высших учебных заведений в этом году непривычно тихо. Абитуриентов нет, хотя набор все еще продолжается. Улту Амангельдиева – одна из 18 тысяч выпускников школ 2020 года. Она знает весь алгоритм по зачислению в учебное заведение. Выпускница подала документы в Талдыкурганский политехнический колледж. Ее мечта – стать программистом. Я решила лично сдать все необходимые для поступления документы. С меня потребовались лишь всего копия аттестата и удостоверение личности. Далее следует конкурсный отбор. О результатах станет известно только через месяц.
Ко всем пришедшим в приемную комиссию строгие санитарные требования. Впрочем, дистанция соблюдается сама по себе. В приемных комиссиях в этом году непривычно пусто. Абитуриенты, пришедшие в приемную комиссию, должны соблюдать санитарные нормы. Но в этом году поток подающих документы на бумажных носителях небольшой. Мы готовы принимать поступающих с 9 утра до 6 вечера, но большинство все же предпочитают электронный способ. Основное количество абитуриентов действительно предпочло бесконтактный способ подачи документов через портал ЕГОВ. Используя персональную электронную цифровую подпись, абитуриенты подают лишь 2 документа. Справку формы 86 и фото 3×4 разрешено предъявить уже после поступления. Впрочем, на все вопросы исчерпывающие ответы дает виртуальная приемная комиссия. Для несовершеннолетних абитуриентов подача документов осуществляется через родительскую ЦП. Непосредственно прием документов продлится до 20 августа. В гуманитарных же колледжах только до конца июля, а затем начнется конкурсный отбор. В связи с пандемией экзамены по техническим специальностям проводиться не будут. В данном случае учитываться будет школьная успеваемость. Только студентам гуманитарного факультета нужно будет сдать творческие экзамены. Зачислен абитуриент или нет, можно узнать на сайте выбранного учебного заведения. Кстати, в этом году количество колледжей уменьшилось. Вынуждены были закрыться Талдыкурганский юридический и Талгарский экономический. Несмотря на это, получить среднеспециальное образование заявили желание свыше 18 тысяч выпускников школ. Адина Смагулова, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену на курс вакцины от COVID-19 на уровне $50–60, сообщает Financial Times. Такую цену, пишет издание, компания установит для США и других стран с высоким уровнем дохода. Отмечается, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз против коронавируса стоимостью в $19,5. Ранее сообщалось, что американская биотехнологическая компания Moderna приступила к 3-му этапу клинических испытаний вакцины. Проект по компании поддерживает федеральное правительство США, которое выделило почти $500 миллионов. Бутырский суд Москвы 10 августа приступит к рассмотрению по существу дела в отношении младшей сестер Хачатурян, которые на момент совершения убийства отца признали невменяемой. 28 июля на досудебной подготовке в объединении дел сестер в единое производство было отказано. Михаил Хачатурян был убит дочерьми 2 года назад. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Действия девушек квалифицированы как убийство группы лиц по предварительному сговору. Досудебная подготовка по делу старших сестер назначена к рассмотрению в Московском городском суде на 31 июля. Из-за пандемии коронавируса мировая индустрия туризма с января по май текущего года потеряла 273 миллиарда евро. По данным Всемирной туристской организации, число путешествующих сократилось на 300 миллионов. Падение составило 56% по сравнению с прошлым годом. В целом эти потери в 3 раза больше, чем в 2009 году, после глобального финансового кризиса. При этом в Международной ассоциации воздушного транспорта полагают, что объем авиаперевозок вернется к прежним показателям только в 2024 году. Ожидается, что сфера международного туризма оправится от удара к середине будущего года. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания.